Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, присутствующие. Сегодня мы впервые встречаемся после трагических событий, которые произошли с нашим коллегой. Сегодня у нас внеочередное заседание сессии парламента. И прежде чем мы перейдем к обсуждению повестки дня и единственного вопроса, я хочу, чтобы мы почтили минутой молчания память. Очень светлый, благородный человек, к которому с особым уважением относились все депутаты парламента и все, кто его знал. Потеря Вахтанга Владимировича – это не только потеря парламента Республики Абхазия, это потеря для всей нашей страны. Я абсолютно в этом уверен. Вечная память нашему другу, коллеге и брату. Сегодня в соответствии, с законом и регламентом, статьей 48 регламента, у нас, планируется проведение внеочередного заседания сессии парламента. В соответствии с регламентом мы можем проводить заседания, в любой день и в любое время суток. Я думаю, что нынешняя ситуация, она экстраординарная. Вчера было вынесено соответствующее решение Верховного суда на основании документов, которые были поданы из Генеральной прокуратуры. Сегодня, вчера еще было зарегистрировано представление Генерального прокурора, оно сегодня пришло в парламент, прошел комитет по данному вопросу. И сейчас мы предлагаем вопрос на внеочередную сессию. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, нам нужно утвердить, то, что мы будем проводить внеочередное заседание сессии парламента. Поэтому прошу голосовать за проведение внеочередного заседания. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. В повестке дня у нас один вопрос. Это постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия и возбуждение уголовного дела. Есть ли предложения в повестку дня разные? Нет. Если предложений нет, ставлю повестку дня с одним вопросом на голосование. Прошу голосовать. Повестка дня утверждена. Генерального прокурора Республики Абхазия 20 декабря 2024 года о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Харази Адгура Рафетовича и возбуждению уголовного дела в отношении него. Сегодня мы уже провели комитетское заседание по данному поводу, и было принято решение рекомендовать Народному собранию рассмотреть и принять постановление Народного собрания о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания Харази Адгура Рафетовича. В принципе, в документах, которые к нам сегодня пришли, описаны та работа, которая проведена прокуратурой, исследования, материалы, которые есть. Наверное, насколько возможно, о них расскажет исполняющий обязанности генерального прокурора, присутствующий здесь Квицыня Дамир Геннадьевич. От себя лишь скажу, что комитет действительно рассмотрел и принял решение рекомендовать к принятию данное постановление. 19 декабря 2024 года, примерно в 13:10, в зале заседаний Народного собрания парламента Республики Абхазия, расположенного по адресу город Сухум, улица Збанба, 1, в ходе заседания Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям по обсуждению законопроектов в сфере запрета использования оборудования по добыче майнинга криптовалют произошел конфликт между депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчи Аканом Валерьевичем и Харази Адгуром Рафетовичем. В
ходе которого депутат Харазия на почве внезапно возникшей личной неприязни, из имевшегося при нем огнестрельного оружия, пистолета неустановленного образца, с целью совершения умышленного убийства депутата Кварча общеопасным способом произвел не менее 4 выстрелов, вследствие чего находившийся на линии стрельбы депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Галанзия Вахтанг Владимирович получил огнестрельное ранение в левую боковую поверхность грудной клетки по задней подмышечной линии, от которого скончался. А депутат Кварча Кан Валерьевич сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы, сквозное внутрисуставное огнестрельное ранение левого плеча. После происшествия с прокуратуры города выехала следственная группа, которая произвела необходимые следственные действия. Работа велась всю ночь. Затем материал процессуальной проверки был представлен в Генеральную прокуратуру. Мной было направлено представление в Верховный суд Республики Абхазия в связи с особым статусом депутата Харазия Адгура Рафетовича. Данное представление было рассмотрено коллегией 3 судей Верховного суда. И в ночное время вчера было получено нами заключение о наличии в действиях Харазия Адгура Рафетовича состава преступлений, предусмотренных статьями 99 частью 2 пунктом Е и статьей 99 части 2 пунктом Е со ссылкой на статью 29. Таким образом, Верховный суд подтвердил законность процессуальной проверки и подтвердил наличие состава преступления. Сразу после получения решения Верховного суда мной было подписано представление и направлено в парламент Республики Абхазия о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Харазия Адгура Рафетовича и даче согласия на возбуждение уголовного дела по вышеуказанным статьям. Если позволите, я не буду останавливаться на деталях и показаниях. Прошу, уважаемые депутаты, дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва Харазия Адгура Рафетовича и о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом Е части 2 статьи 99 и части 3 и 29 пункта Е части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Вчера судебная коллегия Верховного суда в составе 3 судей рассмотрела материал и представление исполняющего обязанности генпрокурора о даче заключения о наличии в действиях депутатов признаков преступления, о которых сказал Дамир Геннадьевич. И вчера было принято решение о наличии в действиях депутата Народного собрания признаков преступления. Народного собрания парламента Республики Абхазия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата. Это положение предусматривает, значит, как открытое, так и закрытое голосование. Я считаю, что голосование должно быть открытым, но если есть предложение по закрытому голосованию, можете озвучить. Если предложений нету, предлагаем тогда, Дауд Витальевич, предлагаем на голосование вопрос, правильно? Предлагаем выставить соответствующее постановление Народного собрания на голосование. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? 28 человек в зале. Понятно.